домой, а дома-то я когда поздно, рано. Я на вечеринке были, а потом пришла и сразу спать. Я так и подумал. Под лавочку сама смело влегла, Заря занялась, я с постели поднялась, Заря занялась, я с постели поднялась, иду ко двору, Заря ходит по двору, где ж ты была, где ж ты ночь провела, нигде не была, я на печке спала. Барыня, 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 сударыня, барыня, 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 сударыня. Добрый день, уважаемые гости! Добрый день, добрые, верные друзья! Мы рады приветствовать сегодня всех, кто пришел на наше торжество. Одно из старейших учебных заведений Республики Коми, Сыктывкарский медицинский колледж, отмечает день рождения. 85 лет со дня основания. Сегодня невозможно представить цивилизованный мир без специалистов в белых халатах. Лекарь, медик, врач. Перед этими людьми во все века, во все времена преклонялись. Их всегда уважали и любили, потому что именно они облегчали людям жизнь, вселяли в надежду в завтрашний день. Именно они освобождали и освобождают людей от боли, а иногда и дают ту мудрость, с помощью которой человек может существовать в мире. Слово предоставляется директору Государственного профессионального образовательного учреждения Сыктывкарский медицинский колледж имени Ивана Павловича Морозова Вере Анатольевне Пилипенко. Уважаемые преподаватели, студенты, сотрудники колледжа, наши ветераны, уважаемые гости нашего колледжа, от всей души поздравляю вас с нашим праздником, с нашим общим праздником, с юбилеем. 85 лет для многих поколений выпускников, ветеранов, педагогов – это, конечно же, незабываемое событие, которое дарит людям воспоминания о ярких буднях нашего прошлого, которое открывает новые страницы для творческой деятельности. За эти годы в колледже укрепились традиции, укрепился наш педагогический коллектив. Но неизменным осталось одно. Студенты нашего колледжа получают здесь прекрасные знания и навыки, которые позволят им реализоваться в своей жизни. Наш колледж – это, конечно же, наши педагоги. Это вы, ваш труд, ваше терпение, ваша забота о студентах, ваши знания и неиссякаемая вера в профессию. Во все времена к труду педагогов было всегда предъявлялись особенные требования. Вы – надежда колледжа, поскольку труд ваш благородный, тяжелый, но благородный. Наши ветераны – это наша слава, слава колледжа. Они у нас такие замечательные, всегда приходят к нам на праздники. Для нас это особая трепетная страница. Ветераны, уважаемые ветераны, вы наша освященность. Наши гости – это лечебные учреждения всей республики. Мы очень благодарны за то, что вы пришли к нам сегодня на праздник. Вы – наши
наши вечные спутники. Мы ваши преданные союзники. И очень надеюсь, что наши связи, наши отношения будут как канаты. Мы приложим к этому все усилия. Я от всей души поздравляю всех нас с нашим праздником и верю, что дорогу осилит идущий. Впереди у нас много работы, рано нам жить воспоминаниями. Поздравляю, друзья мои! Переименовали в фельдшерско-акушерскую школу. 1954 год. Фельдшерскую акушерскую школу переименовывают в медицинское училище. В 1994 году учебное заведение получило статус колледжа. Сегодня Сыктывкарский медицинский колледж – это крупное учебное заведение, ведущее подготовку специалистов по 7 специальностям. Лечебное дело, сестринское дело, акушерское дело, лабораторная диагностика, Уважаемые студенты, уважаемые преподаватели, ветераны Сыктывкарского медицинского колледжа, от всей души по поручению министра образования Республики Коми, которая, к сожалению, не смогла присутствовать на мероприятии, потому что в районе командировки, разрешите вас поздравить с такой красивой датой – 85 лет колледжу. Поздравлять с этой сцены мне особенно приятно, потому что свои корни первого профессионального образования я тоже имею здесь. И на этой сцене я получала диплом медицинской сестры в каком-то году. Более того, тот уровень знаний, который был первоначально дан мне в стенах колледжа, позволил мне в дальнейшем и закончить университет, и защитить диссертацию по медицинской теме. Поэтому, студенты, медицинский колледж – это первая ступенька вашей жизни. Считаю, что она должна быть достойной, но и не последней. В этот праздник, дорогие ветераны, которые здесь находятся в зале, хочется пожелать вам добра, успехов, жизненных каких-то больших планов и их решения. Здесь подарки мне приходят, но я хочу сказать, что когда в 2012 году мы получили медицинский колледж, перед нами была поставлена задача. Через 2 года будет юбилей. Нужно подготовиться. Первое, во что мы вложили, но мне кажется, как принципиально, это был спортивный зал. И тот спортивный зал, который сейчас существует в медицинском колледже, на мой взгляд, достойно позволяет заниматься не только студентам, но и проводить соревнования среди всех медицинских работников. Мы создали здесь лабораторию по стоматологии. Мы готовы вкладываться и в дальнейшем базу. К сожалению, сегодня я не могу сказать, какой будет подарок в 2015-2016 году в честь юбилея, потому что бюджет до нас до сих пор не доведен. Но мы поставили себе задачу, что в 2016 году мы акцентируем внимание и будем создавать базу практики в наших лечебных учреждениях. Мы будем говорить, что студенты – это не только здесь, в стенах колледжа, но это студенты за пределами колледжа, больницы. Желаю всем студентам, всем сотрудникам колледжа здоровья, благополучия, а колледжу процветания и новых достижений. С праздником! За заслуги в области образования и добросовестный труд почетной грамотой Министерства образования Республики Коми награждается Задирей Яна Николаевна, преподаватель. Почетной грамотой награждается Сургучева Наталья Александровна, преподаватель. Почетной грамотой награждается Улешова Светлана Владимировна, преподаватель. Почетной грамотой награждается Евлогиева Элла Трифоновна, преподаватель. За заслуги
область образования добросовестный труд благодарственным письмом Министерства образования Республики Коми награждается Игнатова Марина Юрьевна, секретарь учебной части. Благодарственным письмом Министерства образования награждается Малькова Екатерина Анатольевна, преподаватель. Благодарственным письмом награждается Меликова Ольга Александровна, воспитатель. Аплодисменты. İçe yolan gajeye miça pena da tюжем бан, Ежваю ай парма вырай тюжанины виноматан. Ой-ой, шон дивой муса яслана небо сой, шон диваны йолеманы зарни югар ястекой, джуджи де мыльки гажанерс, чоева шурка ева кату де пом, чоды я керас я гекура, а вот сейчас черный том. Ой-ой, шон дивой муса яслана небо сой, шон диваны йолеманы зарни югар ястекой. Мене котивети мине дарес чужа вошлала опов, чужа не мує щегмо не каре, жити не меч, як і педелов. Ой-ой, шон дивой муса яслане небецой, шон дибане йолемане зарні йогар ястекой, муса герезуме де піян, стаття моні ястави збор, чужа не мує на шуде семіян, все щаніки ти щас щор. Ой-ой, шон дивой муса яслане небецой, шон дибане йолемане зарні йогар ястекой. Ой-ой, шон дивой муса яслане небецой, шон дибане йолемане зарні йогар ястекой. Здесь находиться, конечно. От лица Коми Республиканской филармонии мы тоже вас поздравляем с большим юбилеем. И, конечно, желаем, чтобы вот из этих стен выходили профессиональные, квалифицированные специалисты. Есть такие? Или будут такие? И пусть работают они на пользу, на благо нашей Республики Коми. Ну что я могу вам подарить? Конечно же, диск свой, Вера Анатольевна. И подарить еще вам одну любимую мою песню. Как раз это подходит по нашим временам года. Споем? Варенки, да варенки, ой, да нет подшитых
чем мы к милому ходить поем. Валенки да валенки, ой, да не подшиты старенькие. Валенки да валенки, ой, да не подшиты старенькие. Ой, ты, Коля Николай, сиди дома, не гуляй, не ходи на тот конец, ох, не носи девкам и колец. Валенки да валенки, ой, да не подшиты старенькие. Суди, люди, суди, Бог, как же я любила по морозу босиком к милому ходила. Валенки да валенки, ой, да не подшиты старенькие. Валенки да валенки, ой, да не подшиты старенькие. Министерство здравоохранения Республики Коми Вялковой Ирине Николаевне. Поэтому делегировал меня поздравить вас с таким событием, с таким юбилеем. Разрешите от его имени зачитать поздравления. От имени Министерства здравоохранения Республики Коми и от себя лично поздравляю вас по случаю знаменательной даты 80-летия учреждения. Сыктывкарский медицинский колледж – одно из старейших учебных заведений Республики Коми. За время своего существования учреждение непрерывно развивалось, популярно несколько статусов. Первых акушерских школ, техникумов, медицинских училищ. Добросовестный труд, почетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Коми награждается Костилова Альбина Александровна, заведующая кафедрой. Почетной грамотой награждается Шорохов Юрий Васильевич, преподаватель. В области здравоохранения и добросовестный труд благодарственным письмом Министерства здравоохранения Республики Коми награждается Смирнова Галина Антоновна. Министерства здравоохранения Республики Коми награждается Дивизович Лариса Александровна.
колледжа, и, конечно же, к студентам. От имени Совета главных врачей, я думаю, что я не ошибусь, если скажу от имени всех главных врачей, от имени всех учреждений медицинской нашей республики. И, конечно же, от моего перинатального центра мы вас поздравляем с этой прекрасной датой. Позвольте выразить безмерную благодарность всему преподавательскому составу, что вы выпускаете нам основу нашей медицинской деятельности, лаборантов, медицинских сестричек, акушеров, фельдшеров, тех, которые, собственно, ближе всего стоят к нашим пациентам. Кто-то из них поднимется на ступеньку выше и вольется в ряды докторов, кто-то до конца своей трудовой деятельности останется на своем рабочем месте. Лет, десятки лет работают выпускники вашего учреждения, и мы очень благодарны. Можно назвать очень много фамилий, имен, которые делают это доброе дело. И пожелать всему преподавательскому составу добрых, умных студентов, которые любят выбранное свое дело. А вам, студенты, не изменять выбранные профессии всю свою жизнь. Любите свою работу и оставайтесь в этой профессии все оставшиеся трудовой деятельности. Спасибо вам огромное. Ветераны, выпускники Государственного медицинского колледжа. От всех нас, от врачей республики, безусловно, от республиканской детской больницы. Ветераны, сотрудники, безусловно, студенты. Примите самые искренние поздравления с вашим славным юбилеем. В нашей республике нет ни одного медицинского учреждения, где бы не работали, и не работают выпускники вашего славного медицинского колледжа. Что бы хотелось пожелать? Чтобы, конечно, вас каждый год выходило все больше и больше, потому что вы не представляете, как нам вас не хватает. Нам не хватает в каждом учреждении, есть вакантные места, где мы вас с нетерпением ждем. Хотелось бы желать, чтобы, я могу сказать промодленно, но не могу ему сказать, чтобы вы вернулись в лоно Министерства здравоохранения Республики Коми, потому что мы считаем, что все-таки вы нам ближе, чем Министерство образования. Но так, конечно же, здоровья, счастья, процветания вашему чудесному учреждению и без радости республиканской истории. Министерства здравоохранения Республики Коми, главной медицинской сестре диагностического центра Илоне Альбертовне Аливанкиной и главной медицинской сестре Коми республиканской больницы, председателю Ассоциации медицинских сестер Республики Коми Надежде Васильевне Бибуныровой. Главный медицинский сестры государственных учреждений здравоохранения Республики Коми поздравляют со славным 85-летним юбилеем Сыктывкарский медицинский колледж. В дни юбилея искренние слова благодарности и огромной признательности адресованы в первую очередь тем, кого можно по праву назвать золотым фондом, тем, кто стоял у истоков и работает сейчас, тем, кто не один десяток лет посвятил преподавательской деятельности и воспитал не одно поколение высококлассных специалистов. Главных сестер, присутствующих в этом зале, мы дарим вам сертификат на приобретение оргтехники суммой 25 000 рублей. Еще раз с праздником. Дорогие друзья, с чувством глубокого волнения и с большой благодарностью разрешите поздравить от Ассоциации медицинских работников со средним специальным высшим сестринским образованием наш любимый колледж с 85-летием.
трагедия. Пожелать хочется много доброго, теплого, светлого, и мы всегда рассчитываем и надеемся, что мы и дальше будем тесно сотрудничать в плане подготовки наших медицинских кадров. А хотелось бы свое выступление закончить словами. И тех давайте вспомним, кто нам читал морали, учил наукам разным и дал путевку в жизнь. Порой мы и боялись, но все же уважали. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Удали предыдущий. Предыдущий фотку удали, как я тебе так показываю. Удали фотку. Будьте праздниками Берда, ялая Госпашки доля, кофту я сойсем Николя, да и сиел ментира. Zarni koryar zbira, zemni pozda pożym, mi czalun jak baba gorzym, zemni pozda pożym, zemni pozda Давай, Мария, скитема, ой, Мария, скитема, да шеркараба, скитема.
Республики Коми, Республиканский Тинтюковский дом-интернат для престарелых и инвалидов Александру Ивановичу Южину. Дорогие друзья, позвольте мне поздравить вас с этим замечательным, славным юбилеем. Мне вдвойне приятно находиться на этой сцене, потому что 41 год тому назад я с отличием окончил это замечательное учебное заведение. Благодарен судьбе, что именно здесь состоялись первые мои шаги в профессиональной моей деятельности. Дорогие друзья, к сожалению, министр труда и социальной защиты Республики Коми Илья Васильевич Семяшкин сегодня находится в командировке, и по его поручению я зачитаю поздравительный адрес. Значимость работы коллектива медицинского колледжа высока и бесценна. Желаем благополучия на многие годы, заинтересованных и благодарных студентов, творческого вдохновения, новых достижений в развитии и совершенствовании профессионального мастерства. С уважением, министр труда и социальной защиты Илья Васильевич Семяшкин. Сплоченный коллектив единомышленников, профессионалов осуществляет учебный процесс. Цель педагогического коллектива – это создание организационных педагогических условий для обеспечения индивидуального профессионального развития каждого студента. Слово предоставляется директору Коми филиала Кировской государственной медицинской академии Наталье Николаевне Кораблевой. Уважаемые ветераны, уважаемые педагоги, сотрудники, студенты, выпускники, гости. Юбилей – это всегда особое событие жизни. Для истории это всего лишь миг, а для многих поколений ветеранов, преподавателей, выпускников это большой, долгий, совместный путь. 85 лет – это миллионы жизней, которые были спасены вашими руками. Это тысячи имен, умных, талантливых и сильных. И одна общая большая дорога. Сыктывкарский медицинский колледж – это первое медицинское учебное заведение на территории Коми края. И вы 65 лет готовили почву и очень плодотворно, очень успешно подготовили именно вы почву для того, чтобы в 1996 году на территории Республики Коми был создан первый медицинский вуз. И я с большим трепетом и радостью хочу передать слово заместителю директора по учебной работе, доценту Елене Казаковой, человеку, который стоял буквально у истоков этого события. Дорогие друзья, позвольте мне обращаться к вам именно так, потому что наши с вами отношения насчитывают почти 20 лет. Это очень добрые отношения. Я хочу вспомнить тот факт, что первые наши абитуриенты вступили на свой путь именно здесь, в медицинском колледже. Первые вступительные экзамены они сдали здесь.
вашим ветеранам. Спасибо Евгении Михайловне Катановой, которая весь свой арсенал педагогического мастерства подарила нам. Спасибо всем тем, кто поддержал нас. Инна Юрьевна помогала в анатомии. И до сих пор мы попросились сюда ненадолго, но до сих пор работаем здесь. Ну, как всегда бывает. Мы преподаем здесь, сейчас, оперативную хирургию, топографическую анатомию, ну и, конечно же, физкультуру. Мы очень редко оказываемся с вами по разные стороны баррикад, только когда болеем за наших спортсменов. Спасибо вам еще раз большое-большое за то, что вы помогли становлению наших кадров. Ну и мы не остались у вас в долгу. Простите, но директора воспитали мы вам. Пусть мы еще молоды, но мы многому учимся у вас. Спасибо вам большое. Мне бы хотелось, кроме приветственного адреса с небольшим сертификатом обучения на технику, мне хочется подарить библиотеке для ваших студентов, для ваших преподавателей книгу, которую мы выпустили в этом году, коллектив авторов Комитета Кировской государственной медицинской академии, книга, которая посвящена Валентину Владимировичу Владимирову, первому директору. Владимирович, страницы жизни в медицинском образовании. Это не просто биография Валентина Владимировича и воспоминания о нем коллег и сотрудников, и студентов. Это еще и его работы по истории здравоохранения края. И здесь целый раздел посвящен истории Сыктывкарского медицинского колледжа. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, уважаемые студенты и, конечно, ваши гости, в лице которых очень много сегодня ветеранов. Замечательный праздник в вашей семье, юбилей вашего колледжа. 85 лет назад, когда впервые он открылся, наверное, трудно было представить, что такова будет его почти вековая история. Вашему колледжу повезло, потому что именно вам присвоили имя Ивана Павловича Морозова, одного из самых, наверное, справедливых руководителей Коми АССР. Иван Павлович Морозов мой земляк, мтинец, и поэтому я с глубоким уважением отношусь к нему и, наверное, чуть-чуть завидую, что именно вы носите его имя. Имя достойного человека, который так много сделал для того, чтобы развивалась наша Коми-земля, для того, чтобы и медицина развивалась стремительно на благо жителей республики. Этот возраст развития творческого потенциала, это возраст, в котором вы смогли наработать свой колоссальный опыт для того, чтобы готовить медицинских работников для такой самой необходимой отрасли медицины. Ребята, вы, когда переступаете порог, может быть, еще не совсем осознавая, какова великая ваша роль в жизни людей. И вот умение, терпение, любовь и уважение к больному человеку – это все, наверное, то, что вы должны по крохам собирать для себя, как будущих медицинских работников. Ведь не только ваши знания нужны больным, а больным нужно еще
немножечко терпения, немножечко доброты, немножко заботы. И вот только этот союз плюс ваши профессиональные качества будет позволять больному идти на пути выздоровления. И я верю, что ваш коллектив Вера Анатольевна, наверное, это видит, да, основной задачей не только подготовки профессионалов, медицинских работников, а подготовки человека. Именно человека. Поздравляю, мы тут втроем стоим на сцене, но присоединяются все директора, начиная от самого северного города Воркуты, Инды, Печоры, Сосногорск, Ухта и до, естественно, Сыктывкара. Будьте здоровы, будьте любимы. Пусть тепло, радость всегда сопровождает вас ежедневно. К новым победам, к новым юбилейным датам. Пусть все у вас получается. С юбилеем! С праздником 85 лет, это на самом деле действительно серьезная веха. И от имени СРУ коллектива Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа, который в следующем году будет 95 лет праздновать, и туда, в общем, тоже ждем вас в гости. Такой намек. Ну, если говорить полушутя, то обычно такое ходит в народе, что все знают, как лечить и как учить. Да? Но вот, наверное, все знают, но на самом деле как это правильно делать и профессионально знают немногие. И большое спасибо всему коллективу, конечно же, медицинского колледжа и всем работникам, и всем тем, кто, в общем-то, сопровождает и образовательный процесс, и Министерство образования, Министерство здравоохранения, всем коллегам, потому что подготовка квалифицированного специалиста – это очень сложный процесс в нынешних условиях. И вы большие молодцы, что это успеваете и можете, и делаете это эффективно. Вера Анатольевна, вам лично и вашему коллективу, большому дружбу, мы, конечно, желаем студентам успехов в вашей деятельности. Я думаю, что колледж медицинский будет существовать не одну, боюсь, зарекаться сотню лет, потому что действительно всегда нужно будет лечить. И, безусловно, в общем-то, кадры медицинские, они будут востребованы навсегда. И поскольку я помню цифру, там у нас, по-моему, недокомплект во всех клиниках, больницах, там, около 40%. Поэтому, уважаемые студенты, вы правильно сделали выбор, пришли сюда, получаете правильную профессию и успехов в вашем нелегком труде в будущем. А вам, уважаемые коллеги, текущим, нынешним. Вера Анатольевна. Слово произносит. Ветераны, кто сказал, что наступила ваша осень? Отшумели годы молодости свою, но, как прежде, с нами вы в строю. Ветераны, вы всегда в строю. В день юбилея они вновь с нами, в одном строю, и мы просим их сейчас подняться в зале. Слово от ветеранов колледжа предоставляется нашей уважаемой Вере Григорьевне Беляевой, преподавательнице медицинской стоматологии, заместитель директора по учебно-производственной работе до 2012 года. Дорогие друзья, конечно, меня заранее не предупредили, но поздравляю всех вас с юбилеем нашего
любимого колледжа. И особенно хочу сказать, наверное, от администрации прошлых лет, от привета от Анатолия Илларионовича Лукьянова. Это от Татановой Евгении Михайловны, которая больше 30 лет. У нас была довольно-таки дружная команда в то время. И, конечно, что бы хотела всем пожелать. Преподавателям это здоровье, это счастье, это благополучие. Чтобы в наш колледж поступали абитуриенты, которые уже любили медицину, чтобы в стенах нашего любимого колледжа они получали хорошие знания, чтобы уже когда шли в лечебные учреждения республики, могли оказать достойную помощь. Что бы еще хотелось поддержать, что действительно, да, наш колледж, наверное, должен быть главой Министерства здравоохранения Очень рад видеть всех вас, видеть и наших выпускников, старшего поколения уже, всех преподавателей. Счастья вам всем! Громадная оценка с музыкальным подарком преподавателей колледжа. Покурить. Встречайте! Thank you.
Стремительно мчится вперед и вперед, заостряя внимание на памятных датах. Сыктывкар от души поздравления шлет людям скромной профессии в белых халатах. Твердо клятвую свою времен Гиппократа, вы спешите к больным, позабыв о покое своем, люди нужны профессии в белых халатах. Очень хочется вам, чтобы любой человек был здоровым вполне и духовно богатым. Будьте счастливы, благословенны вовек, люди доброй профессии в белых халатах. Мы вновь приглашаем на сцену директора колледжа Веру Анатольевну Пилипенко. За благодарственный труд в системе образования в связи с 85-летием со дня образования Государственного профессионального образовательного учреждения Сыктывкарский медицинский колледж имени Ивана Павловича Морозова наградить почетной грамотой колледжа Белобородова Валерия Петровича, столяра. Боброва Людмила Эдуардовна, преподаватель. Почетной грамотой награждает Илых Мария Вячеславовна. Почетной грамотой колледжа награждается Берч Ирина Францевна, библиотекарь. Почетной грамотой колледжа награждается Веснова Галина Васильевна, преподаватель. Почетной грамотой колледжа награждается Евдокимов Валерий Михайлович, преподаватель. Почетной грамотой колледжа награждается Истомина Елена Владимировна, комендант. Почетной грамотой колледжа награждается Казакова Анна Ивановна, библиотекарь. Почетной грамотой колледжа награждается Лобанова Нина Сергеевна, заведующая библиотекой. Почетной грамотой колледжа награждается Мамова Ольга Юрьевна, преподаватель. Почетной грамотой колледжа награждается Малетина Антонина Алексеевна, преподаватель. Почетной грамотой колледжа награждается Маркова Татьяна Владимировна, преподаватель. Почетной грамотой колледжа награждается Мельничук Валентина Александровна, диспетчер. Почетной грамотой колледжа награждается Молодцова Валентина Николаевна, преподаватель. Почетной грамотой колледжа награждается Славикова Татьяна Александровна, преподаватель. Почетной грамотой колледжа награждается Богачева Татьяна Васильевна, методист. Почетной грамотой колледжа награждается Шурова Елена Николаевна, преподаватель.
30-летием со дня образования Государственного профессионального образовательного учреждения Сыктывкарский медицинский колледж имени Ивана Павловича Морозова наградить благодарностью колледжа Гурову Татьяну Владимировну, сторож. Награждается Евлампин Андрей Александрович, инженер-электроник. Мария Степановна, старший инспектор отдела кадров. Благодарностью колледжа награждается Ивенев Владимир Анатольевич, преподаватель. Благодарностью колледжа награждается Лещук Надежда Алексеевна, методист. Благодарностью колледжа награждается Лысых Сергей Васильевич, рабочий по комплексному ремонту здания. Благодарностью колледжа награждается Федорова Надежда Александровна, преподаватель. Благодарностью колледжа награждается Турбанов Николай Александрович, специалист по охране труда. Благодарностью колледжа награждается Черепа. На сцене с музыкальным подарком народный танцевальный ансамбль «Грэнис», лауреат первой степени международного конкурса «Невские перспективы-2015». Встречайте!